Здравствуй, уважаемые зрители! Вы на канале Таро Кошкин дом. Для личных консультаций все контакты под видео или в шапке канала в строке о канале. Так, консультации на любую сферу жизни, также диагностика магического воздействия. Ну, а теперь прогноз. Напоминаю, данное видео – это общий прогноз. Для кого-то он проиграется, возможно, а кому-то вообще не откликнется. Итак, смотрим события для знака зодиака Лев. Период с 1 по 10 мая. Работать будем на 3 колодах. Первая колода нам покажет главное событие этого периода. На второй мы посмотрим личную жизнь, а третья покажет работу и финансы. Итак, начинаем. Следующая колода. Смотрим личную жизнь. Личная жизнь у нас будет 3 позиции. Для людей, которые в данный момент одиноки. Для тех, кто находится в браке. И для тех, кто в паре, но не в официальном браке. Третья колода. Работа. Также будет 3 позиции. Для тех, кто ищет работу. Для тех, у кого она есть. Что там происходит. И бизнес. И последняя позиция. Финансы. Ну, эта позиция всех волнует. Финансы. Итак, открываем. В данный период вам придется защищать свои интересы. Это будет связано или с работой, или с бизнесом. Возможно, где-то вам придется вступиться за своих родных, близких, защитить их, стать на их сторону, как-то оградить от каких-то неприятных ситуаций. А возможно, вам самой понадобится чья-то помощь. И в такой ситуации вы ее действительно получите. Вот кто-то вам поможет, станет вашим защитником, оградит от каких-то конфликтов, неприятных ситуаций. Ну вот, это вот основной посыл этого времени. Это очень хорошо, когда кто-то может нам помочь. Для людей, которые в данный момент одиноки. В этот период вы, возможно, познакомитесь с кем-то. Человек будет такой, знаете, общительный, душевный, легкий, и вам будет с ним довольно комфортно и здорово общаться. Вы будете оба ценить эти отношения. Или наоборот, вот вы такой уже легкий человек достаточно, и встретите свою противоположность. Такой состоявшийся, со своими уже устоями, взглядами на жизнь человек. Но это не обязательно какой-то пожилой, умудренный опытом жизни человек. Возможно, это даже будет молодой парень, который обладает такими качествами. Но, знаете, как будто вот жизненную закалку уже прошел. Но в любом случае у вас будут хорошие, добрые отношения. Теперь позиция для людей, которые находятся в браке. Но здесь прям вижу, показывают карты, беременность. И такая, знаете, незапланированная, внезапная, неожиданная. Но все равно, думаю, это будет для вас приятно. А у кого-то сложится ситуация, что к вам, возможно, приедут неожиданно, как бы тоже внезапно, гости, родственники, знакомые, может быть, знакомые или родственники мужа, может быть, ваши. Вот то, что вас как бы тоже застанет врасплох. А у кого-то проиграется такой период, что в семье у вас настолько будет хорошая атмосфера, гармоничные отношения, что вы будете прям наслаждаться друг другом. Такой вот замечательный период. Ну что ж, очень хорошие позиции. Так, теперь для тех, кто находится в паре, но не в браке.
Но вот в этот период времени у вас будут очень хорошие отношения, гармония, любовь. Вы будете прям наслаждаться друг другом. Если даже раньше были какие-то у вас, знаете, ситуации, когда кто-то из вас хотел доминировать, вот здесь все сгладится и будет настолько гармонично вам друг с другом, что вы будете этим наслаждаться. У вас будет очень приятное общение. Ну, в общем, во всем любовь. Пользуйтесь таким даром судьбы, потому что все у нас быстротечно. Следующая позиция – это работа. Итак, для людей, которые ищут работу. Но прежде всего хочу сказать, что в голове у вас не очень хорошие светлые мысли, что-то вы там себя накручиваете, расстраиваете, в чем-то себя обвиняете, что что-то, возможно, не успел сделать. Вот эти мысли все нужно убрать в сторону. Вот ищите работу. Если вы ее хотите найти, настраивайтесь на то, что у вас это получится. И знаете, есть такая вероятность, что большая вероятность, что вы найдете работу на удаленке или в интернете. Вам, возможно, придется учиться, переучиваться, какие-то курсы пройти, может быть, купить уроки, но нужно будет еще развиваться, какие-то навыки дополнительные приобретать. В общем, большая вероятность того, что вам еще придется чему-то учиться, переучиваться. И вот тогда есть хороший шанс найти работу. Так, дальше смотрим. Те, кто в данный момент работает. Ну, в принципе, на работе у вас все благополучно, все замечательно. Работаете в коллективе. Ну, что-то там вы придумываете, что-то новенькое замутили. И так все энергично делаете. И знаете, что вот такое впечатление, что вы сомневаетесь в своих способностях, что у вас это что-то вот не получится. Вот побольше самоуверенности, знаете, чтобы вы не оказались слабым звеном. Учтите. Делайте, даже если что-то не получается, но с таким вот уверенным видом. И тогда все будет окей. Ну, дальше. Бизнес. Для тех, у кого свой бизнес или самозанятые. Кто-то из вас сидит и просто старается этот период переждать. Расслабился такой, сидит на расслабухе и со стороны смотрит, когда же это все закончится, и я вот потом начну дальше продолжать работать, да? А кто-то, наоборот, собирает какую-то информацию, аккумулирует ее, разрабатывает какой-то новый план, стратегию, чтобы потом это все применить. Возможно, какую-то новую деятельность развить. Вот видите, разные позиции, каждый сделает по-своему. Но вы, очевидно, себя уже определите, где, в каком положении находитесь. Время подумать есть, знаете, что лучше сделать. Или сидеть наблюдать, или что-то уже чему-то учиться, что-то вынашивать и при удобном случае внедрить. Ну и последняя позиция – финансы. Да, но с финансами все довольно тяжело. Кто-то из вас, возможно, потерял какую-то большую сумму, какой-то бизнес, что-то разрушилось. И вот у вас сейчас такая ситуация, когда вам нужно подумать, куда оставшиеся средства применить, что в приоритете, решить, определиться, на что можно сейчас потратить, а что отложить и до лучших времен. Ну вот без чего можно сейчас обойтись и оставить до лучших времен. И вам сейчас приходится думать, выбирать, что у вас в приоритете, куда вы можете потратить эти деньги, а что можно пока отложить и забыть на время об этом. В общем, нужно определяться и выбирать, на что вы можете потратить, а что нужно вообще исключить. Сложная, конечно, ситуация, но справитесь. Ну вот таким был расклад для львов. Буду рада вашим комментариям. Пишите, как они у вас будут проигрываться. Обратная связь для меня очень важна. Я буду читать и ждать ваших комментариев. Возможно, кто-то что-то подскажет, какой-то совет. Ну и до новых встреч.